Конечно же, я хотел бы приветствовать и посольство Индии в Российской Федерации, всех сотрудников, господин Баласубраманин. Правильно? О, спасибо. Да, я очень хотел бы приветствовать всех вас, дорогие друзья, дорогие наши сотрудники посольства. Конечно, для нас это особая честь быть представленным здесь, своей частицей души, своей выставкой. Мы хотели бы этой выставкой прежде всего представить теплоту наших сердец. И спасибо вам за те усилия, которые вы проявляете. Это правда. Далекая, красивая Индия для нас является стратегическим партнером. И наши отношения дальше укрепляются. Мы горды тем, что наши отношения становятся еще более глубокими. Наши индийские друзья, как правило, нас поддерживают. И, конечно же, приходя сюда, посольство Индии в Российской Федерации, мне хотелось бы от имени моего народа, нашего региона, поблагодарить вас за ту поддержку, которую вы проявляете, за те стратегические наши отношения, которые дальше у нас улучшаются. И тому свидетельство ваш приезд в нашу республику. Мне хотелось бы, дорогие друзья, здесь несколько представить свой регион. Мы являемся частью большой нашей страны. И в этом отношении входим в семью российских народов. Республика наша находится в самом центре Азии. Этим мы гордимся и полны решимости, чтобы все, кто сопричастен к азиатскому материку, они, соответственно, себя ассоциировали с нашей территорией, приезжали к нам побольше. Если кто посчитает необходимым там оставить свой след, мы готовы и это увековечить. И к этому у нас есть определенные методы, формы для того, чтобы это сделать. Вообще говоря, мы хотим являться регионом, который очень туристически привлекательно, потому что вот к нам приезжал заместитель посла посольства Индии. Это, согласитесь, очень весомый аргумент. К этому могу добавить, что каждый год к нам приезжает наш президент страны, Владимир Владимирович Путин, который тоже любит у нас бывать, и ему принадлежат именно слова, крылатые слова, которые он сказал: много где здесь я бывал, но такой красоты я не видел нигде. Мы гордимся своей родиной, полны решимости его дальше приумножать, его славу. И в этом отношении, конечно же, наша Тула, она представлена не только нашими древними культурными истоками, но и сегодняшним, нынешним составляющим. Я очень горжусь своим народом, который трудится и живет на своей территории. Я считаю, что наша республика является самым чистым регионом Российской Федерации. Если есть такое чистое, экологически чистое место, то это у нас. Если есть рыбалка где-то и охота, то это у нас. Друзья, я хотел бы представить свой регион как регион, имеющий очень древние культурные истоки. Мы сегодня у вас здесь прежде всего экспонируемся тем, что гордимся, что нам предки оставили. Это веру. Очень гармонично сегодня представлен у нас шаманизм и буддизм. Тувинцы искренне верят в те принципы истины, которые шаманизм себя олицетворяет. И в этом отношении до сих пор существует очень много ритуалов, действий, которые связаны с шаманизмом. Это прежде всего поклонение природе, поклонение духам земли. И это в нашей крови. И знаете, очень хорошо все это вписывается и очень гармонично сегодня представлен у нас шаманизм и буддизм. Одно из другого вытекает, но никак не противоречит друг другу. На самом деле мы очень гордимся тем, что мы являемся продолжателями такой великой древней религии, как буддизм. Мы больше относимся к буддизму как к философскому такому религиозному учению, чем, скажем, некой вере, которой нужно просто верить.
И в этом отношении здорово, что возрождение веры у нас идет довольно таким очень активным образом, прежде всего среди молодежи. И я этим горжусь, потому что наши дети чисто всем сердцем верят в то, что оставили нам наши предки. А самое главное, конечно же, с Великой Индией нас связывает это учение. Как известно, буддизм – это все-таки родина является Индия. Здесь, экспонируясь, конечно же, хотели бы прежде всего выразить наше братское уважение, отношение к народу Индии. Нас связывает самое главное, что есть в душе у человека – это вера. В этом отношении мы являемся родственными душами, родственными людьми, родственными народами, если хотите. Если кто-то бы хотел более углубленно, более заинтересованно увидеть нас, то приглашаю всех вас в нашу Туву. Я знаю, что в Индии учатся хураки, то есть это будущие ламы, будущие буддийские сподвижники, духовные люди, которые обучаются в разных храмах Индии. Это наши ребятишки прямо с малолетства едут туда, в Индию. И вот мне, например, взрослому человеку, как родителю, довольно так напряженно я это воспринимал на первых порах, когда дети собирались и выезжали туда учиться. Но потом, по истечению времени, я понял, что там прежде всего теплота, гостеприимство дает им нормально себя чувствовать, а потом и адаптироваться, и получать образование, духовное образование, и тот дух, который передается буддизма, и потом они по жизни его несут. Это особая благодарность вам за такое вот гостеприимство, за хорошее отношение к нам. Спасибо вам за это. И, конечно же, мы, продолжатели учения Будды, хотели бы пронести через всю жизнь это учение и, соответственно, для наших детей оставить то, что нам завещали наши предки. И в этом отношении мы очень гордимся, что мы являемся буддистами. Мы очень считаем важным и нужным для нас, для будущих поколений Тувы оставить буддизм как религию наших предков, как религию, которая нас всех объединяет. Но это ни в коем случае, само собой разумеется, не умаляет значение верований наших земляков других, которые веруют в другие религии, православие и мусульманство. Поэтому, конечно же, сегодняшний наш приход сюда, и спасибо вам за возможность перед вами выступить, рассказать от имени моих земляков о своей республике, о нашем отношении к вам. И вообще говоря, просто так здорово, что мы сегодня здесь собрались. Спасибо. Большое спасибо, ваше превосходительство. Я имею честь сегодня представлять Национальный музей нашей республики и выразить лично особое уважение и почтение его превосходительству Баласубраманян за высокое гостеприимство и за то, что нашему музею дали возможность, хоть, как сказал Шолом Валерьевич, хоть с частичкой души тувинского народа ознакомить сотрудников индийского посольства, ваших гостей. И для нас это большая честь находиться на этой суверенной территории Индии и быть вашими гостями. Все теплые слова наши выразил его превосходительство Шолом Валерьевич Караул, поэтому я хотел бы к этому добавить только одну мысль. Пусть наша выставка станет одним из серьезных шагов долгой дороги радостных открытий и достижений от взаимного сотрудничества. Желаем вам и вашим коллегам больших успехов. С этими мыслями и словами позвольте вручить вам памятное приветственное слово, уважаемые. Пожеланиями успехов, радости и процветания. Спасибо. Спасибо.
India is organizing a festival of В этом году, спустя 30 лет, правительство Индии организует фестиваль Индии. И первый фестиваль был в 1987 году, и теперь, спустя 30 лет, мы проводим второй фестиваль. В рамках этого фестиваля порядка 10 творческих коллективов и выставок посещают и проводят мероприятия в 22 городах России. В рамках этого фестиваля была также выставка, посвященная буддизму. Она была открыта 28 ноября директором культурного центра при посольстве Индии в Элисте, в Калмыкии. Эта выставка состоит из фоторабот, а также других артефактов, которые были подготовлены известным специалистом из Индии, доктором Биноем Бехлом. Но когда мы узнали, что вы намереваетесь представить выставку о буддизме и шаманизме здесь, в Москве, мы так обрадовались, и мы решили сделать это частью фестиваля Индия. И мы очень рады, что сегодня многие российские друзья пришли посмотреть эту выставку, и им довелось убедиться самим, насколько крепкими являются наши дружеские связи и насколько крепкие традиции культуры в Республике Тыва. Thank you, Excellency, and I wish all the viewers over here happy exhibition. Thank you. Желаю всем участникам выставки приятного просмотра. Очень удивило то, что вот на самом деле я бы не подумала, что шаманизм есть в наше время. Я думала, что это в прошлом веке как бы все ушло. Очень, я на самом деле была приятно удивлена, потому что достаточно сложно в наше время сохранить как и религию, так и искусство. И то, что мы сейчас наблюдаем и видим, это на самом деле очень
воодушевляет, ну, потрясает по-своему. Моя мама с 5 лет до окончания школы училась в Кызыле и окончила с медалью ее, и тетя моя, и тоже вот они сразу приехали в Москву, поступили, и у нас очень много фотографий есть, и Центр Азии, и природа, и мама всегда очень много рассказывала вот, ну, о своей юности, о детстве, проведенном на Енисее, о друзьях, и вот мне, конечно, я ни разу не была, к своему сожалению, мне очень хочется поехать, и я думаю, что эта выставка будет вот просто знаком и таким вот толчком, чтобы я могла это все осуществить. Мы стараемся очень, чтобы вот регионы у нас принимали участие вот, в деятельности культурного центра. Хочется, чтобы люди вот тоже заинтересовались этим и глубже изучали. И мне самой даже очень честно я скажу, что я не специалист по буддизму, тем более по шаманизму. Но вот я думаю, сегодняшняя выставка нам очень много даст интересного материала. И не только с точки зрения ну, приятно как искусство, но и как научное мероприятие. Мы проводили фестиваль «Дни Индии» в Кызыле, который с успехом прошли, и был очень большой отклик. Мы очень будем поддерживать. Предлагайте, мы всегда за. Просто на нашей территории, на вашей, любые мероприятия культурного характера мы всеми силами и всеми нашими средствами будем поддерживать. Это для нас очень честь, это большой честь для нас, чтобы мы можем проводить такую выставку, наше посольство здесь. И для этого я благодарен ваше превосходительство, главе республики тоже. И буддизм это для нас, для индийцев, буддизм это одна из древнейших религий в Индии тоже. 4 религии появились в Индии: индуизм, буддизм, джайнизм и сикхизм. И мы очень уважаем Будда. И когда эта выставка здесь будет, когда мне раньше сказали, выставка здесь будет, я с удовольствием сказали, посол очень хотел бы сегодня присутствовать здесь, но, к сожалению, у него была командировка, поэтому невозможно. Но он был очень рад, чтобы такой выставку мы здесь будет находиться в нашем посольстве. Мы хотим, чтобы это распространяли, и это вся информация мы будем передать, и наша завтра и после следующие 3-5 дней, которые это находится, когда это находится здесь, много народ будет здесь, и мы надеемся, что им тоже это понравится. Сегодняшняя здесь выставка, она очень, опять же, как шаманизм, буддизм гармонична, так и Индия, Тува, Россия очень гармонична. Потому что Индия является для России очень серьезным таким стратегическим партнером. Нас связывают вековые традиции, дружбы и сотрудничества. И более того, и в наше непростое сложное время Индия является для нас союзником во всех направлениях. И мы этим гордимся, этой дружбой. А в плане моей должностной обязанности, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы развитие прежде всего было направлено в том числе на совместный поиск инвестиций, сотрудничество, партнерство в экономической части. Тува, как известно, еще не до конца освоенный регион. И в этом отношении мы сейчас осваиваем развитие инфраструктуры. Надеемся на то, что со следующего года более серьезнее начнется строительство железной дороги. И я знаю, что эта дорога не тупиковая будет, а она будет иметь направление Юго-Восточную Азию. И недалек тот день, когда мы можем действительно сказать о том, что отбывает поезд Кызыл-Дели. Кто знает, может быть, это и произойдет. Мы открыты для взаимодействия, для инвесторов, в том числе индийских инвесторов, потому что то, что им нужно, у нас есть, и мы готовы, основываясь на нашей дружбе, вместе развивать и Туву, и Россию, и Индию. Пришел на выставку, был впечатлен тем, что окунулся в родную стихию. Так мы являемся также одним из 3 буддийских регионов, как наряду с Бурятией и с Тувой. Поэтому для меня все тут родное. И вот тут у нас говорят Бурхан-Бакши, Новандерке, как Зеленая Тара. Это все наши исконные божества, которым мы поклоняемся и будем поклоняться. Буддизм сейчас находится в стадии подъема, и наряду с другими традиционными конфессиями
она вызывает такой огромный интерес у местного населения своей необычностью, самобытностью какой-то. Ну и оно же проповедует обычные цели, мировые ценности, что нельзя красть, обманывать, убивать. Там, это общепринятые правила как бы общежития между людьми. Поэтому ничего удивительного в этом нет. А народу Тувы хочу пожелать всего наилучшего, мира и процветания на их благословенной земле. Молодцы. Очень с большим уважением отношусь к тувинскому народу, к их культуре, традиции, так как очень близкий по духу и по вероисповеданию народ калмык. Так получилось, что я сам пришел к этому, и буддийская религия, она очень толерантная, она очень этичная, толерантная, очень добрая. И чем он привлекает, то, что ты не меняешь, и ты не должен менять окружающий мир. Многие люди, многие войны, они случились из-за того, что кто-то хотел изменить общество, изменить мир. Вот, и из-за, так сказать, неповиновения, то есть вот эти возникают репрессии. А буддизм ты меняешь, когда практикуешь медитацию, ты меняешь самого себя. То есть тебе не нужно менять кого-то рядом, соседа, там, я не знаю, там, коллегу. Ты меняешь сам, и мир сам меняется вокруг тебя, как говорится. Как сказал один йог, очень известный, не пытайся изменить мир, ты потерпишь неудачу, пытайся изменить свое сердце, и ты увидишь, мир изменился навеки. Поэтому вот буддизм — это такая очень глубокая религия. Я сам буддист, с Тувой, конечно, знаком, потому что мы живем в России. Это единственная, наверное, страна, где целых 3 буддистских республики. Вот, и Тува, конечно, я сам не бывал, но очень хочу поехать. И выставка, она как раз продемонстрирует эту теплоту, вот это миролюбие, вот эти природные, совершенно удивительные красоты Тувы. Это очень здорово. Президент сказал, что действительно это самое, наверное, чистое место на Земле. И выставка, вот такая частичка, мостик как раз Москвы и вот этого замечательного места. И как бы сразу захотелось поехать, потому что видишь совершенно удивительную культуру, собственно, шаманизм, представлены фотографии шаманов, потрясающие реликвии буддийские. Для меня это очень важно. Я сам родился в Уфе, в Башкирии. Это азиатская культура здесь немножко повторяется. Есть вот эти символы, кони, там разные национальные орнаменты даже. И во многом они как бы очень близки. Я считаю, в Башкирии очень много гор, также достаточно гористое место. Ну, природно, так сказать, они немного похожи друг на друга. Вот, поэтому эта культура мне близка. Я, конечно, с удовольствием бы посетил Туву и Бурятию, Калмыкию. Тува, буддизм — это очень важно, потому что все мы живем в таком мире совершенно безумном, и буддизм, он позволяет как бы быть в сердце, что называется, быть осознанными, быть более медитативными и приносить пользу всем живым существам. То есть думать не только о себе и пребывать не только в каких-то своих империях, мыслях, желаниях, а почувствовать себя едиными вообще с окружающими людьми, животными, с природой, даже с насекомыми. Вот это большая заслуга буддизма, именно принесение мира, я считаю, как бы в наше общество, в наш социум. Ну, конечно, выставка, да, она дает возможность мечтать. То есть ты оказываешься здесь, и мысленно ты можешь путешествовать по Туве, по самым красивым достопримечательностям, по Курулам, опять-таки, побывать, так сказать, в лесах среди таких неизведанных троп, где не ступала нога человека, где звенят ручьи, потрясающая просто медитативная природа. И вообще природа, по сути, это и есть нечто сакральное, и там ты чувствуешь это медитативное состояние, даже не прилагая каких-то усилий. На современное время буддизм очень многих интересует. Вот, допустим, в питерском Дацане очень много посетителей именно русской национальности. Ну, может быть, потому что они сейчас очень сложное время достаточно, ищут, наверное, для себя какой-то путь
И буддизм, может быть, им помогает решать какие-то проблемы, раз они приходят. И не то, что они как бы, некоторые являются полностью вот буддистами, а некоторым это просто интересно, может быть, интересно буддизм, и, может быть, интересна сама страна, республика, которая здесь представлена, ну, на мой взгляд. Я, например, пришла потому, что у нас, у Тувы много общего. Это наш буддизм, да? Ну и шаманизм тоже как бы нам близок, эта тема. Вот с этой стороны я вот решила посетить выставку, я очень довольна, мне очень понравилась сама выставка, во-первых. Во-вторых, очень была познавательная такая небольшая вводная лекция вашего руководителя музея. И я думаю, что такие выставки, встречи надо проводить, даже, может быть, более масштабно, чтобы было больше народу, чтобы все видели. У вас, у тувинцев, есть что показать. И я очень, как бы, у меня появилась такая идея, что я все-таки, наверное, съезжу к вам тут.